Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о невезении, преследующем водителя каблука. Неслушный, дурак. Как мужчина после одной аварии попал в другую. Покажем последствия столкновения на Мамадышском тракте. Сколько лет? 1,5. Пострадал 3-летний ребенок. И причины, подтолкнувшие к ограблению. Очень тяжело жили. Взяли по ипотеке квартиру. Суд вынес вердикт за разбойное нападение на ювелирный магазин. Это и не только прямо сейчас. Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля ВИЗ и трамвая 4-го маршрута. Авария произошла сегодня днем на улице Гвардейская. По словам очевидцев, 59-летний водитель легковушки выезжал с парковки магазина и хотел повернуть налево. Благополучно пересек 3 полосы проезжей части, но не заметил трамвай, который протаранил автомобиль в левый бок. Нафиса Минязова узнала, что эта авария стала очередным звеном в цепи неудач водителя каблука. По-русски говорят. Неслушный, дурак. Супруга водителя легковушки не сдерживала эмоций. Говорит, не успели отойти от шока и переживаний после одной аварии, как вдруг еще одна. Подробнее на этом остановился ее муж. Вчера была авария, и сегодня это как будто это... Знак, значит, все бросать надо. Водитель иномарки был виноват, да, получается? Я на себя взял. Дурак. Мужчина рассказал, вот только буквально вчера произошло столкновение с автомобилем Range Rover. Считает, что в произошедшем тогда был виноват водитель иномарки. Однако признался, что почему-то вину он взял на себя. Но несмотря на это, его великодушие не вознаградилось. Уже сегодня, спустя день после аварии с внедорожником, новые происшествия. И куда серьезнее. Там машины поворачивают. И поэтому я тоже поехал. Автомобили остановились, а трамвай я не заметил. Владимир признался, трамвай просто не заметил и вину свою полностью признал. Подробнее, как все именно произошло, рассказал водитель трамвая. Только направо отсюда. Водитель трамвая рассказал, что легковушка отъезжала с парковки магазина, а мужчине надо было повернуть налево. Он пересек проезжую часть, но не заметил общественный транспорт и не уступил ему путь. В результате удара пострадал сам водитель легковушки. Он получил травму головы. От госпитализации, однако, мужчина отказался. Сейчас его страховой компании предстоит оплатить и ремонт общественного транспорта, и покрыть простой трамвайных вагонов. Если убытки будут больше максимальной суммы выплат, то покрывать разницу придется ему самому. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». 3-летняя девочка пострадала в результате крупной аварии на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина. Столкнулись Пежо и Шевроле Нива. В последней находились 2 ребенка. Прибывшие на место врачи скорой помощи оперативно осмотрели детей. О причинах и последствиях расскажет Альбина Минибаева. Оба ребенка лет. Там 2 ребенка было, да? Сколько лет ребенку? 1,5 и 3. Как рассказал водитель «Шевроле Нивы», в этот вечер он находился в машине сразу с 2 малолетними детьми. Старшему ребенку после столкновения потребовалась медицинская помощь. По предварительной версии, девочка ударилась головой. Ее на месте осмотрели врачи скорой помощи. Мужчина сильно волновался за состояние детей. Удар был сильный, о чем говорят и повреждения автомобилей. У «Пежо» была разбита вся передняя часть, досталась внедорожнику. Не уедет прямо, это поворачивает на встречу. Он откуда поворачивал? Оттуда? Вот отсюда он поворачивает. То есть со встречной полосы. Этого увидел и нога давить. Как считает и водитель «Шевроле», и его друзья, девушка, что сидела за рулем французской иномарки, не пропустила встречный автомобиль и начала поворот налево. После столкновения она находилась в эмоциональном шоке и отказалась от комментариев. Впрочем, признавать свою вину девушка не спешила. Да, слева поворачивает. А у него не получается или нет? Проехал. Столкновение попало в поле зрения видеорегистратора очевидцев. Возможно, именно эта запись поможет установить истинного виновника аварии. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. «Вызов 112». Перекладывали вину друг на друга. Сегодня днем на перекрестке улиц Гаяза Исхаки и Чернышевского столкнулись Форд Мондео и автобус 68-го маршрута. Они ехали в одном направлении, но собирались повернуть в разные стороны. Как при этом могли пересечься их траектории, узнал Рамиль Шайдулин. Легковушку не заметили, получается, когда проезжали? Нет.
Павел, водитель автобуса 68-го маршрута, рассказал, что легковушку просто не заметил. Говорит, хоть и стаж вождения на общественном транспорте большой, это для него первый подобный случай. Рассказывает, все произошло примерно в половине первого. На пересечении улиц Гаяза, Исхаки и Чернышевского выбрал, как обычно, побольше радиус для поворота налево. Но завершить начатый маневр так и не смог. Справа почувствовал удар. Оказалось, что многотонник зацепил легковушку Ford Mondeo. Водитель общественного транспорта свою вину признавать не спешил. Перекресток такой оживленный, тут смотришь, тут пешеходы сразу переходят, и сюда смотришь, сюда. А машина-то большая, по идее, радиус большой берешь. Говорит, что в ДТП, вероятнее всего, виноват водитель иномарки. Но у коллеги последнего был свой взгляд на произошедшее. И виноваты, считают, вовсе не они. Я думаю, что водитель автобуса. Автобусом? Да. Ну, то есть не по своей полосе? Просто не видел, ну да, что тут вот видите, тут стоит машина, он сворачивает. Мужчина рассказал, что водитель легковушки правил не нарушал и спокойно хотел повернуть направо, но дорогу перегородил многотонник. Ни один из водителей своей вины так и не признал. В произошедшем сейчас предстоит разобраться автоинспекторам. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Серьезное ДТП произошло сегодня днем в Буинском районе. 48-летний водитель «Шевроле Кобальт» не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет вблизи населенного пункта Чураково. Автомобиль смог остановиться лишь после столкновения с деревом, растущим в нескольких метрах от дороги. Легковушка получила серьезные повреждения и завалилась на бок. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка легковушки. У мужчины медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб груди. Женщина отделалась ушибами ног. Обоих пострадавших на каретах скорой помощи доставили в Буинскую центральную районную больницу. Зашел в магазин не потратить деньги, а наоборот их забрать. В пригороде Нижнекамска мужчина, по предварительной версии, совершил кражу со взломом на 50 тысяч рублей. Сигнализация сработала в супермаркете в селе Большое Афанасово на улице Молодежная. Спустя 5 минут на место приехала охрана. Там они застали неизвестного мужчину, после чего задержали его с поличным. Предполагаемый злоумышленник успел набрать с собой в пакеты большое количество алкогольной продукции. Также он пытался вскрыть одну из касс супермаркета. Вероятнее всего, теперь ему придется отвечать за это в суде. Признали виновным в ограблении. Сегодня Московский районный суд Казани вынес приговор 26-летнему Роману Рузумову, который, по версии следствия, весной этого года, угрожая пистолетом продавцам, ограбил ювелирный магазин на сумму чуть менее 400 тысяч рублей. Как ему теперь предстоит отвечать за совершенное? Почему он пошел на преступление и раскаивается ли он в нем? Узнала Нафиса Минязова. Мы очень тяжело жили. Взяли по ипотеке квартиру на Камейке, вот и залезли в долги. Куча долгов, куча кредитов. Мать подсудимого считает, что причиной такого поступка стали многочисленные долги за кредиты и ипотеку. Говорит, молодая семья, подсудимый и его супруга жили очень плохо. Жена порой даже часто устраивала скандалы на этой почве. Его молодой. Жена пилила? Ну, она не пилила, но говорила уж, наверное, что извини, вот денег туда нет, сюда нет. Также она отметила, что у супруги подсудимого незадолго до дня ограбления случился выкидыш. Эта трагедия для него, говорит, также сыграла немаловажную роль. И Роман тогда просто как с цепи сорвался. Как установилось следствие, мужчина заранее продумал план преступления, выбрал время, когда в магазине не было охранников и работали только девушки. Замаскировался и вооружился реальным газовым, но не рабочим пистолетом. Все произошло именно в этом ювелирном магазине. Подсудимый зашел в помещение, угрожая пистолетом, начал требовать у продавцов собрать ему в сумку самые дорогие украшения. Однако те испугались за свою жизнь и сразу легли на пол. Тогда подсудимый разбил витрины и собрал товар на сумму чуть менее 400 тысяч рублей. Полицейские вышли на его след уже на следующий день и задержали его благодаря камерам видеонаблюдения. Вот те самые кадры с камер видеонаблюдения. Сотрудницы магазина рассказали, что подсудимый забежал в магазин со словами «это ограбление» и пригрозил продавцам оружием. Позже выяснилось, что газовый пистолет был в нерабочем состоянии, в нем не хватало деталей. Одна из девушек успела нажать на тревожную кнопку, но грабитель смог скрыться с места преступления раньше прибытия полицейских. Похищенные на следующий день нашли в съемном гараже подсудимого. Его самого задержали рано утром. Сегодня в зале суда ему предоставили последнее слово. Хотел сказать полностью, раскаиваюсь, признал. Подсудимый во всем сознался и раскаялся. Часть похищенного золота он вернул сам, оставшийся ущерб возместил его брат. Суд признал 26-летнего Романа Рузумова виновным. Рузумов был осужден за преступление, разбой. Квалификация была 162 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако мать подсудимого с приговором не согласна и считает, что ему дали слишком большой срок, хотя санкции статьи предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы. Учитывая все смягчающие обстоятельства,
вмешательства. Подсудимого приговорили только к 5 годам колонии строгого режима. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.